история очень интересная. До этого я занимался порядка 20 лет штангой, занимался силовым троеборьем, также занимался бодибилдингом. Но года 2 назад, наверное, однажды зайдя в зал, я понял, что я устал. Устал от этого спорта, да. То есть 20 лет одно и то же. И морально устал, физически устал, да. И на какой-то момент я прекратил тренировки вообще. То есть взял паузу и, соответственно, то есть в течение года вообще абсолютно ничем не занимался. Я задумался, а что же дальше? Как быть, в каком ключе работать, как развивать себя. В тот момент у меня в клубе занимался мой друг Руслан Тулуганов. И вот однажды он предложил мне попробовать пробежать с ним. Там он собирался на марафон, съездить с ним на марафон и, соответственно, поучаствовать там в короткой дистанции. Я, соответственно, принял приглашение, съездил, посмотрел на это со стороны, посмотрел, как внутри все это, посмотрел на тех людей, которые бегают, и меня это очень сильно замотивировало. И год назад, чуть меньше года назад, я решил попробовать пробежать свой первый полумарафон. Этот полумарафон состоялся в Женеве. И именно в тот момент, да, когда я был на этом мероприятии, краем уха я услышал, что помимо марафона и бега есть еще Ironman. Посмотрел ролики на YouTube и понял, что Ironman – это действительно очень сильно, и это очень мощный вызов именно вот себе как спортсмену попробовать пройти эту дистанцию. Для меня те люди, которые прошли Ironman, и я вообще не представляю, это действительно железные люди, потому что двигаться, не переставая в течение 10-17 часов, для этого нужна очень сильная подготовка на самом деле, да, долгие тренировки, и опять же это должна быть сильная мотивация, и человек должен быть не только силен физически, но и силен духом. Я посмотрел на все это дело и решил, что когда-нибудь я все-таки пройду эту дистанцию. И вот в течение прошедшего года все мои забеги на марафоне, это была подготовка такая именно к тому, чтобы прийти в триатлон. Начиналось все, конечно, печально, придя из одного вида спорта, как штанга, перейти на абсолютно полярный вид спорта, это довольно-таки сложно. Но, тем не менее, за полгода я подготовился к Берлину. Во время подготовки были сложности. Организм привыкал к нагрузке, да, то есть болело тут, болело там, болела нога, болела спина. Все это было непривычно. Приходилось по 4-5 раз в неделю бегать, готовиться в различных условиях. Я преодолел эту дистанцию с плохим временем. Это было 4:37. Для меня это было фиаско полнейшее. На 27 километре меня схватила судорога, и 13 километров я бежал просто на судороге. Я плакал, я что только не делал, я лежал, я растягивался, пытался, шел пешком. Но, тем не менее, я дистанцию эту преодолел. Был счастлив безмерно, конечно, да, но недоволен результатом. Через месяц я пробежал полумарафон Ниццы Каны. Там уже показал я хороший результат для меня. На тот момент я пробежал за 1:44. И после этого я уже задумался в ноябре месяце, помню, это было, о том, чтобы все-таки подготовиться к Ironman. Ironman, он в перспективе стоит у меня в ближайший год. Я мотивировал себя, заявив всем, что я пройду эту дистанцию, и начал готовиться. Я озаботился поиском тренера в Якутске. Так сложилась судьба, что через одного человека я вышел на второго человека. И он меня свел с моим теперешним тренером, которого зовут Йовица Пелевич. В ноябре месяце мы начали с ним тренироваться потихонечку по плаванию. Первая тренировка 50 метров для меня это было очень тяжело. Я проплыл язык на плечо. Я повис на бортике и подумал, ё-моё, как же это тяжело. Хотя в дистанции в полном Ironman нужно проплыть 3,8 километра. Причем дается, опять же, ограничение по времени. Для меня это было довольно-таки сложно, да, осознать то, что сколько нужно тренироваться, чтобы прийти в эту форму. Во время этой подготовки я еще принял участие в одном старте. Это токийский марафон, который прошел 22 февраля.
Результатом я остался очень доволен. В свое время по сравнению с Берлином я улучшил на 1 час. Это был такой довольно-таки сильный прорыв для меня. По приезду с Токио мы продолжили наши тренировки. Я Виктор Салтыков, и моя цель – Ironman.